эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Госдума приняла во втором чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Поправки ко второму чтению законопроекта распространяют льготы для новых газовых месторождений на месторождение Ненецкого автономного округа. Кроме того, поправками предусмотрено, что налоговый вычет применяется с 1 числа налогового периода. Жители Якутии получили 1000 кредитов на сумму почти 4 миллиарда рублей по программе дальневосточной ипотеки. По данным, на конец февраля одобрено свыше 3000 заявок. Всего участники программы «Дальневосточная ипотека» за почти 3 месяца ее действия заключили договоры на 14 миллиардов рублей. География обращения охватывает практически все российские регионы, но в 95% случаев звонки поступают из Дальневосточного федерального округа. При этом наиболее активно интересуются возможностями программы жителей Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев и Сахалинской области. Напомним, что программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых сроком до 20 лет. Действующие на Дальнем Востоке режимы со специальными условиями для инвесторов позволяют ускорить административные процедуры, уменьшить затраты и за счет этого сокращают сроки реализации проектов. В целом, введенные 5 лет назад преференции работают эффективно и оказывают положительное влияние на инвестиционный климат дальневосточных регионов. Так, в прошлом году показатели инвестиционной привлекательности по Дальневосточному федеральному округу выросли сильнее, чем в среднем по стране. 9 из 11 регионов Дальнего Востока улучшили свои позиции, а Якутия и Камчатский край вошли в 30 лучших. Напомним, специальные условия для инвесторов предоставляют на Дальнем Востоке с 2015 года. Сегодня они действуют в 20 территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Компания «Полиметалл» планирует завершить приобретение доли в Тамторском месторождении редкоземельных металлов в первом-втором кварталах этого года. Совет директоров одобрил небольшие миноритарные инвестиции. Речь идет о приобретении доли в размере до 10%. Инвестиции в приобретение доли будут несущественными с точки зрения финансовых показателей. Однако стратегическое решение войти в проект крайне важно для компании, заявили в руководстве «Полиметалл». В Якутии в этом году приступят к реализации 9 проектов развития сельских территорий. На все проекты предусмотрено свыше 2,5 миллиардов рублей. Проекты предусматривают 26 мероприятий. Это строительство одной школы, 3 малокомплектных школ-садов, 3 детских садов, строительство одного офиса врача, капремонт 2 поликлиник и учебной мастерской, а также строительство 6 внутрипоселковых газовых сетей, 1 канализационного очистного сооружения и приобретение модульной водоочистной станции. Для школ также приобретут 6 автомобилей. Проекты будут реализованы в 11 сельских территориях – в Вилюйском, Горном, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинском районах. В аэропорту Якутска обустроит соединительный пандус, который обеспечит бесперебойную работу аэропорта во время реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы будут проведены в 2021 году, они не потребуют прекращения полетов судов. Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2018 году. Ожидается, что этап реконструкции в 2021 году станет самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1650 метров. Всего на реконструкцию предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 4 миллиардов 200 миллионов рублей в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В прошлом году объем финансирования составил 1 миллиард 600 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.